Едем в жилой комплекс Прометей. Прометей-Сити. Сети. И прямо отбирали эти цветы сами для себя, да? Конечно, сами, каждую в коробочку, и вот вытаскиваем сами. На сегодня какая задача вот у жилого комплекса Прометей годами? У нас всегда задача такая, чтобы было все красиво. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Мы сегодня находимся в крестьянском хозяйстве НИИ. И это предприятие занимается рассадой, как рассадой цветов, так и овощей. На сегодня уже сейчас можно приобретать рассаду цветов различных типов. Мы поинтересовались, какая рассада сегодня уже готова для наших жителей города Якутска. Сезон в этом году очень рано настал, я скажу так, помимо этого. То есть очень рано стали забирать постоянные наши клиенты, то есть которые уже доверяют, уже сколько лет вместе работаем, поэтому они уже вперед. То есть если раньше забирали после 10-го, то в этом году уже в первых числах мы поставляем. Вот. Я так понимаю, петуния это самая... Ну, петуния, во-первых, за ней самый легкий уход, то есть она и украшает, очень хорошо разрастается, и цвета у нее более такие обильные, красочные, поэтому ее очень многие любят, то есть непривередливые. У нас есть, конечно, в продаже еще и такие на любителей, то есть черная петуния, махровые мы сажаем, ромашки в этом году как никогда прям улетают у нас. Поинтересоваться, вы уже профессионал? Нет, не профессионал. Я беру все подряд. Все подряд? Мне все нравится. Лишь бы красиво было. Я и смотрю, что по цвету прям под то, что в глаза, да? А уже, видимо, глаз набитый, видимо. Вообще в нашей северной зоне, в столице, необходимы цветы, как вы думаете? Некоторые же без них обходятся. Столько зимы, а цветы это нас радует. Когда красиво, это даже и заходить красиво, да? Вы прям так интересно выбираете, прямо для своего дома, да? Ну да. Ага. Вообще... Для двух домов. Для двух домов. Как вам рассада вообще? Часто сюда приезжаете? Каждый год. Каждый год. Что можете сказать? Вам нравится вот именно такой подход? С каждым годом все лучше и лучше, честно говоря. Вот сейчас здесь вообще хорошо. Раньше было совсем неплохо. Ну, рассада нормально была. А вот именно сейчас все сделали красиво. Красиво же? Ну. Когда вот так пышно особенно, вообще красиво. И душа радуется, и отдыхаешь. Все нормально. Спасибо. У нас сейчас мода идет, ну, не на цветы, наверное, больше идет на зелень. То есть, Это кусты. да, это куст будет, он будет, ну, тоже у нас в основном все низкорослое. 15-20, то есть он своим красочным листом, красочным этим, как, листьями разбавляется, допустим, на цинерарию тоже, это серебристая цинерария. То есть Да, данные контраст. кусты можно смешивать, например? Да, и с можно делать композиции. Вообще отлично смотреться. Между этими кустами будет что-то такое нежное, гипсофилка. Вот ее добавляют в букеты. Очень яркая, наверное, сальвия. Все ее знают, любят. То есть она прям красивая, богатая, да, такой вот. Когда я зашел сюда, да, я увидел женщину, прямо вдыхала запах цветов. И он желтый. Вот что это за цветок такой? Так, это у нас львиный зев. Многие любят его очень. Он тоже такой вот постоянно цветущий, радостный, да, многоцветковый, то есть цветет все лето. Ну, любое растение надо подкармливать, я считаю так. То есть без подкормки такого обильного и красочного цветения, чтобы только с этим можно добиться.
Мы в теплице поливаем почти каждый день, но на улице больших вазонов у нас уходит где-то через день, если жара прям стоит. А так дня 2-3, пожалуйста. В неделю, наверное, 2 раза. Ждем вас на Намском тракте, 13-й километр. Вот. Всегда будем рады. Во-первых, поздравляю с наступающим летом. Хочу всех было здоровья и счастья. И украсили нашими цветами ваши огороды и цветы, палисадники, ну и город, конечно, в первую очередь.